День добрый. Кто нас видит, кто нас слышит. Как ежегодно мы проводим вебинар по итогам Республиканской олимпиады по биологии. Несколько слов скажем о теоретическом туре, ну и, конечно, остановимся на практическом туре. Впервые за многие годы практический тур был сухой, так называемый, потому что руками ничего не делали, все задания были представлены на бумаге. Ну, несколько слов о теоретическом туре. Ну, ничего такого нового в теоретическом туре ни в 9 классе, ни в 10 ничего такого нет, да, Екатерина Николаевна? Да. Ну, конечно, стало больше рисунков, намного больше схем по жизненным циклам. Ну и, конечно же, так сама система подачи теоретического тура ничего не изменилось. Максимальное количество баллов должно быть 129. Средний балл за теоретический тур в 9 классе всего лишь 60 баллов. Ну вот если я вот вам пролистаю, тут, конечно, и схемки, тут нужно знать и эволюцию, ну а в основном жизненные циклы. И, конечно, больше всего вопросов это связано с анатомией. Точно так же, так, это можно свернуть, да? Какие же вопросы в основном были и у 10 и 11 класса. В начале, как было заявлено, за 10 и 11 класс, за теоретический тур должны были брать максимальный балл, да, 165, но затем был прислан протокол заседания республиканского такого жюри, что ли, или как их назвать. И один вопрос убрали под номером 21. И поэтому стало теперь 164 балла. У 10 класса средний балл 76,1 по предварительным. У 11 класса несколько выше, 81,1. Ну и, конечно же, как вы знаете ежегодно, что большая часть вопросов повторяется. И в 9, и в 10 почти все одинаковые. Это то, что касается теоретического тура. То есть я много раз говорить не буду. Несколько остановимся на практическом туре. Как уже много лет задания, они ориентированы по станциям. В 9 классе была станция ботаника, зоология беспозвоночных и человек. Ну и начнем с ботаники. Вот эти задания, посмотрите, что здесь должны были рассмотреть рисунки, ткани, потом должны выбрать ответы из предложенных, то есть все на бумаге. Средний балл по ботанике 9,8. Оценивал эту станцию Макарова Людмила Александровна. Ну, что она пишет? Ну, первое задание, она должно вот здесь сразу указаны баллы. За первое задание 5 баллов. Здесь формула цветка, диаграмма цветка, тип плода, измененный побег и тип семени. То есть за первое задание должны набрать 5 баллов. Максимальное количество баллов за это задание всего лишь 3. В основном в среднем обучающиеся набрали 2-3 балла. Второе задание. Нужно выбрать правильные ответы из 5. И за второе задание 10 баллов. В основном, тестовые задания с несколькими вариантами правильных ответов. В основном на морфологическое описание и 2 на определение жизненной формы. Ошибки также во всех вопросах. В 4 множество вариантов, поэтому там ошибок не было, и в 7 тоже не было. Задание номер 3, это максимальное количество 5 баллов. Нужно решить задачу. Ну и, конечно, справились очень мало. Кто понял смысл
заданию, тот немножко справился. Ну а кто не понял, тот ничего. Ну и, конечно, максимальный балл здесь по этой станции это 13,5. Следующая станция это зоология беспозвоночных. Было предложено 6 заданий. И, конечно, здесь все задания связаны с ротовым аппаратом клеща. То есть было дано описание ротового аппарата клеща. И вот, используя это описание ротового аппарата, нужно было ответить на все задания. Ну, посмотрите, пожалуйста, если задание номер 1, здесь нужно было указать систематическое положение, что у всех в основном хромает, и систематическое положение как на русском языке, так и на латинском языке. Конечно же, на латинском языке, наверное, 2 или 3 человека, да, с ошибками, но мы шли в пользу школьника. Мы зачли, если там хоть что-то там на латинском языке правильно, мы добавляли балл. Ну вот, жаль, конечно, что школьники путают семейство и класс, систематику и тип и подтип, потому что клещ – это тип членистоногие. Почему-то все пишут, что класс насекомые. Это класс паукообразный. Так что тут... Затем задание 2. Даны рисунки, и, используя рисунок, нужно было ответить на вопросы. Самыми простыми, по мнению преподавателя, стали вопрос номер 4 о принадлежности представленного на рисунке ротового аппарата самке или самцу. Все дали верный ответ. И задание номер 3, где нужно было определить сторону, с которой изображен объект. Только один из 13 школьников ошибся, и один дал неверный ответ. Задание на соотнесение частей ротового аппарата не вызвало существенных проблем. Большая часть участников хорошо умеют работать с текстом и искать в соответствии ему на рисунке. И 6 человек из 13 получили максимальный балл. И 6 ошиблись в 1-2 наименованиях. Также неплохо справились с заданием номер 5. Где был сделан уровень. 6 это нужно было выбрать и соотнести части ротового аппарата с обозначениями. Наивысший балл за эту станцию был 18,8, средний балл 14,1. Следующая станция – это человек. Конечно, вначале обязательно, как уже много лет, даются вот такие цветные рисунки. Каждый из участников имел вот такой цветной рисунок. И, конечно, даны задания. Задание «Биология человека», конечно, включает и анатомию, и цитологию, и гистологию. Хотелось бы мне показать ответ на это. Ответы практика. Сейчас я вам покажу, как правильно нужно было сделать. Вот, посмотрите, пожалуйста. Вот задание номер 3 по гистологии. Конечно, где были ошибки? Ошибки в основном здесь наковальня.
Здесь что только не писали. И стремечко, и молоточек. Не вызвало, наверное, только вот парное и непарно. В основном написали правильно. Ну и, конечно, про клиновидную кость и бедренную кость были затруднения. Тоже чего только не писали. Кость, и потом нужно было ответить. Формируют подвижное сочленение с костью. Пишут и тазовая, и большая, малая, и большая берцовая, и малая берцовая. Хотя должны были написать тазовая, большая берцовая. По цитологии, электронное микроскопирование почти все правильно справились. Ну и по цитологии тоже достаточно, за исключением некоторых, справились. Ну и теперь посмотрите, как нужно было отмечать стрелочками. Вот ткань, это хрящевая ткань, она участвует в образовании, как правильно сказать, да, головки костей, это хрящевая, и за каждую стрелочку здесь 0,5. Там, где жировая ткань, это, или желтый, потому что он находится в средней части. Красный костный мозг тоже должен показать, и костная ткань, она нигде. Вот таким образом нужно было указать. И за это 7 баллов. Это то, что касается чего? 9 класса. По 10 классу. Вы, да? Нет, вы. Я. Хорошо. Так, задание практика. 10 класс. Тоже что? Ботаника. Здесь даны рисунки, фотографии. Здесь задание достаточно, хорошо написано, но и самое главное, здесь даже нужно было решать задачки. Читаю. Я пока сделаю, вы пока Катерина Николаевна читает, а я ответ. Итак, итоги по данной станции. Общий уровень абсолютного большинства ответов на задание практического тура по физиологии и анатомии растений оценивается как низкий или очень низкий. 2 наиболее полных ответа оценены в 11 и в 11,5 баллов, что не доходит до порога даже 60% при максимально возможных 20 баллах. То есть даже не дотягивают ни до отметки зачтено, ни до отметки удовлетворительно. Это вот то, что пишет председатель станции. Более того, по ходу ответов многие допускали настолько грубые фактические ошибки, в первую очередь там, где необходимо было описать своими словами причину выбора положения среза, что при неолимпиадной проверке таких заданий за любую ошибку они могли бы получить неудовлетворительно или не зачтено, независимо от остальных ответов. Среди 7 заданий невозможно выделить ни одного, которое не вызвало бы у соискателей затруднения. Пожалуй, наибольшее число правильных ответов пришлось на первое задание, где требовалось соотнести цифры с названиями тканей. И второе, где к названию ткани нужно было прибавить ее функцию. Одновременно с этим ответы на задание 3, где необходимо было указать, на каком уровне растения, опираясь на приведенный рисунок, был сделан срез, только 1 человек дал более-менее полный ответ. Остальные ошибались в положении среза, но, следовательно, давали неверное объяснение или отмечали верное место, но неверно описывали причины этого выбора. Расчетные задачи 4 и 5 также оказывались затруднением, и только один из соискателей решил их, причем обе. Многие вообще не стали их решать. Еще часть запуталась в расчетах, и при этом вторая расчетная задача она вызвала большие затруднения, чем первая. На 7-ю задачу правильные ответы дали только 2 участника, затем было задание 6, которое осталось загадкой даже для самого председателя станции, и привет составителям вопросов, добавляет он, что совсем недопустимо было, некорректно. Ну и резюмируя сказанное, хотим отметить, что в целом непонятно, зачем с такими
низким, да, уровнем баллов вы принимаете участие, да, нужно повышать свои знания. Ну и средний балл, конечно, по этой станции 5,4, достаточно низкий. Из 20 Да, максимально из 20 возможных. максимальный. Ну и наибольший по этой станции это 11,5. Затем станция зоология позвоночных. Она точно такая же, как и была в прошлом году. Так, где у нас зоология? Ну, вместо черепов здесь были даны рисунки. Вот такие рисунки, вот такие черепа. Здесь должны... И обязательно, посмотрите, пожалуйста, везде нужно знать систематическое положение. Ну и тип питания. В каждом 5 объектов, что пишет преподаватель по зоологии позвоночных. Нет у тебя там с обратной стороны, там где у Боброва. А вот. Так, краткое резюме. Значит, первое, это большинство участников с практическим заданием справилось, и задания, в принципе, позволили оценить не только представление о систематике позвоночных, но и знание морфологии животных, то есть работа с определителем, по сути. Ошибки, допущенные при работе с таблицей для определения отрядов, связаны в основном с непониманием терминов, применяемых при описании черепа и зубной системы позвоночных, а реже это просто с путаницей в процессе определения. Также многочисленные ошибки связаны с незнанием систематики или непониманием систематики позвоночных. Участники путают понятия класс, отряд, семейство. И не все участники справились с опознаванием черепа ящерицы. Часто ошибались в систематике данного объекта. Все. Ну вот здесь, получается, даны были млекопитающие. Второй объект – это рукокрылые, и вот как раз-то третий объект – это у ящерицы. Но грызуны, потому что там очень легко можно определить, и грызуны, и зайцеобразные. Ну и потом пошла у нас анатомия и физиология человека и животных, но мы несколько попозже подойдет, может, Ольга Васильевна. Да. И она, я думаю, что расскажет. Ну, что можно сказать по зоологии позвоночных? Здесь, конечно, по этой станции достаточно высокие баллы. Из 20 наиболее 19 баллов. И, конечно же, средний балл здесь 12,1. Вот Ольга Васильевна, мы ей чуть попозже дадим слово, чтобы она немножко отдохнула. А мы... Сейчас, если хотите. Мы как раз... Мы подошли к вашей станции. Пожалуйста, если готовы. Если вы готовы, Ольга Васильевна, мы можем... Пару фраз. Так, задание практика. Мы откроем ваше задание. Там все написано. Вот они Здравствуйте, задания. господа. Глаза. Дай просто глаза. Значит, для участников Олимпиады было предложено 2 задания, масштабных крупных задания, которые подразделяли в свою очередь. Очень много читать надо. Да. Как всегда на вашей станции уже сколько лет, кстати. Да. Значит, разделены было эти 2 задания на несколько подпунктов. В первом задании, где требовалось изучить влияние обонятельных сигналов на поведение млекопитающих, оценивалось задание в 6 баллов. И предлагалось провести опыты, виртуально, естественно, что эти опыты уже проведены, только результаты этих опытов надо было проанализировать и результаты посчитать, вписать в табличку определенную. Значит, предлагался участникам Олимпиады опыт с домовой мышью и влияние на поведение домовой мыши различных запахов. Как раз определялась по этому заданию ответственность структур мозга, в частности лимбической системы, на восприятие и анализ этих запахов. Значит, 3 опыта было проведено, которые олимпийцы должны были проанализировать. Значит, мыши предлагалось, уже проведенный опыт, повторюсь, предлагалось 3 запаха. Это были
аттрактанты, то есть запахи, которые привлекают мышь, привлекают ее внимание. Это запах репелленты какие-то, которые отталкивают, и запахи от кошки мочи, мышиного пота. То есть те, которые являются, одни из них являются привлекающими внимание мыши, и запахи, которые отталкивают это животное. Значит, сами опыты, проведенные уже и предложенные вниманию участникам Олимпиады, они не вызвали затруднений в выполнении этого задания, поскольку предлагалось вычислить время реакции мыши и время пребывания мыши в том или ином убежище с различными запахами, с привлекающими, отталкивающими, нейтральными запахами. С этим заданием олимпийцы с легкостью справились, то есть все верно посчитали. Была предложена формула, по которой все это можно было просчитать. То есть здесь, что называется, простите, загвоздки не возникло. Второй подпункт этой работы подразумевал, что олимпийцы смогут определить реакцию мыши на эти запахи, то есть насколько долго мышь пребывает, да, вот здесь в табличке 1-2 как раз и спрашивалось, насколько долго мышь пребывает в помещении с запахом, привлекающим внимание, с отталкивающим. Мышь голодная, мышь больная токсоплазмозом и запахи кошачьей мочи и мышиного пота. Это выполнение этого задания практически, скажем так, у всех олимпийцев, процент не скажу, я не посчитала нужным даже его вычислять, этот процент участников. Тем не менее, значит, для большинства участников Олимпиады этот вопрос тоже не вызвал особых затруднений. Там у единиц только были неверные ответы. И второе задание, где предлагалось, да, Любовь Ивановна, поставьте, пожалуйста, диаграмму второго задания. Второе задание, да, вот оно, спасибо. Разве диаграмма это же? Оно называется диаграммой, да. Я не смею перечить составителям, но на самом деле это рисунок, да, в нашем понимании это рисунок, но почему-то было, значит, обращение как к диаграмме. Так вот, значит, предварительно участникам Олимпиады необходимо было прочитать вот этот вот длинный текст, где описывалась гипотеза, значит, развития мозга, вот, и предлагалось найти отдельные отделы мозга, почему-то написано было структуры мозга, пусть будет структура, но я считаю, что это отделы мозга, найти на этом рисунке рептильного мозга, мозг ящерицы, найти отделы. Также повторюсь, наверное, у большинства олимпийцев, кто хоть немножко знает отделы мозга у человека, у других животных, позвоночных в частности, этот вопрос не вызвал каких-то особых затруднений. Очень многие, значит, правильно выполнили это задание, нашли все отделы мозга, но хитрость задания заключалась в том, что один из отделов, который предлагался заполнить в табличке, а табличка чуть ниже, можно показать, да, вот эту табличку, она называется табличка задания 2.2.1, да. Значит, вот в этой таблице перечислены даже структуры мозга, вот, но один из отделов не характерен для ящерицы. И участникам Олимпиады предлагалось поставить в этом отделе 0 баллов, да. Вот если олимпийцы не справлялись с этим маленьким нюансом, так скажем, да, не определяли, что структура мост не существует у ящерицы, то начиналась путаница. Что где находится. С легкостью находили, естественно, обонятельную луковицу, обонятельный тракт, да, представленный в таблице, с этим все справлялись. Вот. Но если не определен мост, то очень многие путались. Они могли путали продолговатый мозг, мозжечок путали, хиазм не могли найти и другие, в общем, путаницы. Но, повторюсь, все-таки большинство ответов были верными.
с легкостью находились передний мозг, промежуточный находили мозг, продолговатый мозг находили, тоже, как говорится, тут не заблудишься, да, с продолговатым. Гипофиз распознавали по рисунку. Ну и, если можно, вернитесь к рисунку все-таки, да, вот по рисунку, кто действительно хоть немножечко изучал анатомию нервной системы позвоночных, то здесь и находится с легкостью продолговатый мозг, обонятельный тракт, обонятельные луковицы, средний мозг и другие структуры. И, в общем-то, все больше олимпийцам... Сейчас, минутку, сейчас что-то еще. Нет. Ага. Значит, вот эти структуры они находили. Вот. Если найдены эти структуры верно, то, соответственно, и выполнение других подразделов этого второго задания тоже было чаще всего выполнено верно. Но если путаница была в определении структуры мозга по рисунку, то и здесь почему-то олимпийцы начинали путаться. В этом втором задании подпункт, один из подпунктов, предлагалось сравнить мозг рептилий и млекопитающих и найти, значит, утверждение из гипотезы теории Пола Маклина. Он предлагалось в этой теории ряд фактов, и олимпиец, участник Олимпиады, должен был по этой теории найти противоречащие факты. То есть, например, у группы, значит, есть средний мозг, развит в большей степени у рептилий, у млекопитающих, или этот факт не характерен ни для рептилий, ни для млекопитающих. Еще раз продублирую, наверное, свою речь о том, что, найдя на рисунке верно структуры мозга, участники Олимпиады с легкостью справлялись с этим вот под вопросом. И с теорией в определении, значит, противоречащих фактов по теории Пола Маклина. Ну и еще одним из подпунктов, под задачей было найти утверждения из известных фактов из теории Пола Маклина и определить, фактически прочитать представленный им текст и определить, соответствует это или противоречит теории Пола Маклина. Вот здесь 50 на 50 приблизительно разбились ответы олимпийцев, потому что у почти половины олимпийцев они с легкостью определили это, и у некоторых мнения раскидывались, да, но не то, что даже разделилось, то есть сначала они верно указывали, потом вычеркивали этот ответ, писали что-то другое. Что уж получилось на данный момент. Наибольшее количество баллов за эту станцию 17, и средний балл за эту станцию 12,3. Это то, что касается 10 класса. 11 класс. Начнем с ботаники, да? Итак, 11 класс, 3 станции традиционно, да, это анатомия растений, генетика и биоинформатика и микробиология. По анатомии растений необходимо было представить участникам Олимпиады знания анатомического строения органа растения. Был предложен срез объекта, по которому необходимо было выполнить задание, используя буквенные коды, установить соответствие между анатомическими структурными элементами органов объектов и их названиями. Здесь участники, как комментирую председателя данной станции, слабые знания показали элементов анатомического строения органов растения. Далее необходимо было во втором задании определить тип пучка объекта, изображенного на рисунке, и опять же все записать, используя коды обозначений. В третьем задании определить органы растений, изучаемых объектов, изображенных на рисунке, опять же используя коды. И вот в четвертом задании здесь предлагается изображенный на рисунке срез, окрашенный флуорогаллюцином и в присутствии концентрированной соляной кислоты. Необходимо было указать
коды структурных элементов среза, которые окрасились используемыми реактивами. Вот в задании 4 вместо кодов было приложение, можно даже открыть, далее показать, указаны номера на рисунках. Вообще можно было и обозначить это все буквами. То есть надо было буквенно изобразить, а представляли ребята в виде цифр. Далее, в 5-м задании необходимо было выбрать из предложенных изображений те структуры, которые входят в состав ткани, обозначенные определенной цифрой на изучаемом срезе, изображенном на данном рисунке, ну и поставить знак крест против верного ответа. Вот в задании в 5-м только один правильный ответ. В тексте задания указано поставить знак X против верного ответа. Мы да? покажем сейчас. Вот. Подождите, Екатерина Николаевна, сейчас мы ответы покажем. Эталонные ответы, какие... Да. Сейчас, секундочку, верные. да. И как мы их оценивали. Сейчас, это какой у нас 11 класс? Да, анатомия растений. Так, это... Сейчас, секунду. Вот. Вот только. Вот. Все, вот данная таблица, и нужно было поставить напротив первого номера крест. Все. Что же делали ребята? Некоторые участники отмечали по 2, по 3 номера. И даже если один из указанных номеров вообще-то соответствовал верному, ответ уже не засчитывался. Верный ответ, только еще раз повторяю, номер 1. И он вот напротив этого номера должен стоять знак крест. В противном случае можно было бы отметить и все 5 номеров, как пишет председатель станции, и один из них непременно был бы верным. Но даже если участники определяли 2 номера, то мы с Любовью Ивановной шли навстречу и добавляли по баллу. Но если 3, то уже мы ставили 0. Вот уж. И какими цифрами обозначена ткань, содержащая эти же структуры на срезе объекта, изображенного на рисунке. Ну, нужно было ответ буквами тоже отметить. Это вот по данной станции «Анатомия растений». Далее, не менее сложно, это генетика и биоинформатика, как всегда, да, все года у нас была. Начнем? С генетики, да. Была предложена задача, для которого дана каждому участнику таблица генетического кода. Используя данную таблицу, нужно было смысловую последовательность привести ДНК и указать в виде таблицы первый старт-кодон и второй старт-кодон, то есть по количеству аминокислотных остатков, по заряду молекулы и количество аминокислотных остатков с ароматическими радикалами. Вот полностью с заданием не справился ни один участник Олимпиады, на 50% выполнил задание только один человек. И вызвали трудности все задания данного пункта. Далее идет вот тут подсчет аминокислот, необходимо было, да, произвести, но выдавали неправильное число аминокислот, возможно, не определяли вот этот стоп-кодон. В задании 2 необходимо было в результате инсерции на позицию, отмеченную звездочкой знаком, был встроен аденин. И вот нужно было определить, какое из утверждений верно и неверно. Ну, сейчас я покажу ответы. Так, ответы. Уже несколько раз их пересылали. Так, вот ответы. Ну, тут здесь задание выполнили, опять же, 50% участников. Трудность вызвала местонахождение стоп-кодона для 2 полипептидов. Ну и средний балл по генетике – это 5,4. Наибольшее количество – это всего лишь 10 баллов. Да, и по ботанике 9,1 и наибольшее количество 17,5. Ну и очень сложное. Так, все генетики, да? Тут еще 3 задание есть по генетике. Так, ну может это... Давайте, еще генетику давайте. Ответы? Да, ответы можно эталонные. Дело в том, что вот в 3-м задании по генетике нужно было определить уровень экспрессии генов методом обратной транскрипции, да, полимеразной цепной реакции. И необходимо было ответить, дать название азотистому основанию, который входит в состав олигонуклеотидного праймера для задавания специфичности связывания ревертазы. Это обратной транскрипции вот именно на основе ИРНК. Второе задание в этом же
пункте необходимо было для гена домашнего хозяйства, вот С, да, и исследуемых 2 других генов, опять же методом ПЦР, коротко уже говорю, был измерен уровень экспрессии в образцах крови от 3 пациентов. В результате в виде значений уровня экспрессии представлены в таблице. Нужно было эту таблицу, ячейки пустые, дозаполнить. Вот. И третье задание, здесь вот представить наибольший уровень экспрессии из исследуемых генов А, Б или С. Ну вот нужно было отметить ген С. И последняя станция, микробиология. Опять же, в этом году виртуально ребята представляли все эксперименты, которые прописаны в бумажном формате. По микробиологии ребята, школьники, да, виртуально представляли, получают, значит, здесь исследователи освежающий напиток с применением пекарских дрожжей. Далее они делали питательную среду с глюкозой в качестве источника углерода и энергии. Дрожжи для посева они культивировали в течение определенного времени. И в полученном напитке было указано определенное количество глюкозы, и необходимо было определить продукты, какие продукты и в каком количестве могли появиться в результате энергетического метаболизма дрожжей с учетом режима культивирования. Порядок выполнения был представлен ребятам последовательно. Для начала необходимо было построить калибровочную или градуировочную кривую, используя заранее полученную школьниками таблицу. Вот в задании была дана таблица оптической плотности и концентрации дрожжей, разная концентрация дрожжей. И необходимо было построить вот эту калибровочную кривую. Она должна была иметь зависимость линейную, то есть это прямая линия, идущая от нуля под углом 45 градусов. Но ребята путают, что откладывать на оси абсцисс и что откладывать на оси ординат. Уважаемые участники и наставники, есть четкое конкретное правило, закон, в частности, вот этот закон, который описывает зависимость оптической плотности от различной концентрации вещества. Закон называется Ламберта или Бугера-Бера, который вот именно говорит о том, что на оси абсцисс мы откладываем эту концентрацию, разную концентрацию вещества, по оси ординат оптическую плотность и строим после этого калибровочную кривую. Шли опять же навстречу участникам, даже если они путали оси, но верно показывали данную прямую, шли опять в увеличение балла. Конечно, это категорично неправильно, поскольку это олимпийцы, они должны показывать, ну, крайне выше уровень знаний, чем школьный, да, предполагается. Далее нужно было по данной кривой построить кривую роста культуры, опять же давалась специальная таблица, в которой представлено было время культивирования, оптическая плотность, и необходимо было ребятам рассчитать число клеток, то есть миллионы клеток на миллилитр. Эталонные ответы говорят нам, что клеток было исходно 50 миллионов, в конце 150 миллионов. Итого клеток новых нужно было далее вам рассчитать, составило 100 миллионов клеток, исходя из известности, что масса одной клетки это 1 на 10 минус 12 степени грамм, масса новых, соответственно, 0,1 грамм на литр. Опять же, здесь возникали трудности у ребят. Далее необходимо было определить участок и построить кривую с наиболее интенсивным ростом в течение суток, именно предполагая, я еще раз отмечаю, линейный характер роста, и рассчитать для него время удвоения клеток. То есть это, иными словами, это показатель роста, скорости роста культуры. Но опять же здесь возникали трудности, наверное, только единицы с ним справились. Особенно хочу отметить, это шифр номер 1107, по-моему, это Даниил Носов. Далее надо было определить биомассу выросших клеток дрожжей. Ну вот вы по эталонным ответам видите, как нам прислала Москва. Еще нужно разобраться, да, что здесь есть и как до вас доводить эту информацию. Но на слайде видно, вы сейчас все это прекрасно видите. Итак, масса глюкозы необходимо было отметить и рассчитать, израсходованная на конструктивный обмен составила 25 тысячных грамм на литр, и доля глюкозы на конструктивный обмен составляет 5%. Это тоже необходимо было
вам учесть и рассчитать. Ну и последнее, надо было определить, какие же основные продукты энергетического обмена, в каких количествах были образованы дрожжами в ходе культивирования. Где-то 50% участников Олимпиады справились с этим заданием, и результат здесь нужно было написать с точностью до 2 знаков после запятой. Если формулу химическую определили ребята верно, это углекислый газ и этанол, то само значение этого вещества были только ответы даны у единиц участников. Более того, опять же, я подчеркиваю, результат нужно было определить с точностью до 2 знаков после запятой. Если кто-то даже и определял до 10, мы опять шли навстречу и добавляли балл. Поэтому вот такие результаты получились. Ну и наибольшее количество 13, средний балл 5,8. Это то, что касается практического и теоретического тура. Ну а теперь несколько слов, если вы захотите подать апелляцию. Если вы захотите подать апелляцию, это ваше право. Мы, естественно, это все посмотрим. Но теперь мы уже добавлять никому ничего не будем. Есть у нас эталон ответа. Мы будем строго проверять по тем критериям, которые прислала Москва. Мы надеемся, что если какие-то есть вопросы, пишите, задавайте, мы всегда вам ответим. Всего вам доброго, до свидания. Удачи, до свидания.